Тем временем в республике ведут постоянный мониторинг цен на основные продукты питания. Меры приняты, чтобы пресечь необоснованное завышение стоимости отдельных продуктов в магазинах Якутии. Из Ленска передает наш корреспондент Светлана Балеева. Уже к 19 августа в Ленском районе по заданию правительства Якутии был создан штаб по мониторингу цен и оперативному реагированию на изменения конъюнктуры продовольственного рынка. Таким образом фиксируются как минимальные, так и максимальные цены. Вся эта информация тщательно анализируется. При выявлении тенденции роста цен проводится анализ. Мы запрашиваем у предпринимателей товарные накладные счета на закуп. Всю эту информацию тщательно анализируем и потом передаем в республиканский оперативный штаб. Таким образом, оперативным штабом были определены торговые объекты для наблюдения. В их число вошли магазины разного формата – сетевые, нестационарные магазины и рыночные площадки. По этим торговым объектам ведется ежедневный мониторинг цен по перечню из 40 продуктов питания. Торговая надбавка на который не должна превышать 47% от закупочной стоимости. То есть до 47% это в городе Ленске, Витиме, Пеледуе. В остальных населенных пунктах в зависимости от расстояния. Там торговые надбавочки, они чуть повыше. Параллельно с этим во всех районах республики были инициированы проверки по соблюдению торговых надбавок на социально значимые продукты питания. В числе первых были проведены проверки продуктовых магазинов в городе Ленске. За период с примерно середины сентября по октябрь ситуация с ценами в районе стабилизировалась. Резких колебаний не зафиксировано. На сегодняшний день предприниматели обязаны придерживаться размеров торговых надбавок в пределах определенных администрацией района на следующие продукты питания: хлеб, молоко, масло растительное, мука высшего сорта, сахар, детское питание. Однако с учетом интересов жителей к этому перечню было решено добавить мясо кур, гречку, рис и макаронные изделия. Светлана Балеева, Денис Семенов, Новокасаха, Ленск.